День после конца света. Кусок планеты не поражал размерами, но пришлось довольствоваться малым, потому что все остальное превратилось в камни, пыль, мусор. А тут все-таки остался участок земли, большая часть крестьянского дома, растущее перед ним дерево, даже пятачок пастбища с замороженным бараном. И ничего больше. Со всех сторон земля резко обрывалась, кое-где из нее торчали корни. На краю сидел мужчина, болтая ногами над пустотой. Отбросил сучок, который медленно скрылся из виду. Звали его Фрэнк, а девушку, которая устроилась на качелях, закрепленных за ветви дерева, Гвен. «Я же не пытался взять тебя силой», — выглядел Фрэнк мрачнее тучи. «Ты же знаешь, я не животное. Просто расстроился, ты должна это понимать. Конец света и все такое. Мне стало очень одиноко. Я и подумал, что поцелуй поможет мне забыть о случившемся. Поможет нам забыть». «Да, Фрэнк». Гвен, чтобы раскачаться, оттолкнулась ногой от земли. «Так что у тебя не было причин для оплеухи. Все-таки мы один экипаж». «Я же извинилась за то, что ударила тебя, Фрэнк. Я тоже расстроилась, ты должен это понимать. Такое случается не каждый день». «Нет, не каждый». «Так что не злись на меня, лучше раскачай». «Я не то чтобы злюсь». Фрэнк поднялся, стряхнул со штанины форменных брюк несколько замерзших травинок. Наверное, немного обиделся, может, даже впал в депрессию. Невелика радость получить оплеуху от женщины, которую любишь. Он толкнул Гвен. «Пожалуйста, давай не возвращаться к этому разговору, Фрэнк. Все кончено. Ты так говоришь только потому, что тебе кое-чего хочется. И ты знаешь, что я люблю другого». «Гвен, дорогая, взгляни фактом в лицо. Ты больше не увидишь Роберта никогда». «Полной уверенности у меня нет». «А у меня есть. Планета взорвалась мгновенно, без всякого предупреждения, со всеми, кто находился на ней. Мы были в космическом корабле по другую сторону Луны, и только поэтому остались живы. Но Роберт разделил общую судьбу. Он находился в Миннеаполисе, а Миннеаполиса больше нет». «Мы этого не знаем». «Знаем. Я не думаю, что Миннеаполису удалось выбраться из этой передряги. Наш радар обнаружил только этот кусок планеты, крупнее ничего нет». Гвен нахмурилась, опустила ногу, остановив качели. «Может остаться и кусок Миннеаполиса?» «С Робертом, замерзшим, как этот баран». «Какой ты жестокий. Ты просто хочешь причинить мне боль». «Ну что ты?» Стоя сзади, он нежно обнял ее за плечи. «Я не хочу причинять тебе боль. Просто ты не должна уходить от реалий. Остались только ты и я тебя люблю. Всем сердцем». Пока он говорил, его руки соскользнули с плеч, двинулись ниже, на упругие округлости. Но Гвен дернулась, спрыгнула с качелей на землю, отошла на пару шагов, уставилась на замерзшего барана. «Интересно, он что-нибудь почувствовал?» «Кто? Роберт или баран?» «Как ты жесток!» Она топнула ножкой, угрожающе вскинула руку, когда он двинулся к ней. Фрэнк что-то пробурчал себе под нос и плюхнулся на качели. «Давай спустимся с небес на землю. Давай забудем все, что случилось на корабле. Забудем, что я пытался подкатиться к тебе. Забудем, что хотел уложить в койку. Забудем все. Начнем жизнь с чистого листа. Сама видишь, в какой мы ситуации. Мы остались вдвоем. Я, Адам, ты, Ева». «Гвен». «Я знаю, что тебя зовут Гвен. Я хочу сказать, что мы теперь как Адам и Ева, и на нас лежит ответственность за возрождение рода человеческого. Ты понимаешь?» «Да. Я думаю, ты по-прежнему пытаешься соблазнить меня». «Черт побери, какая разница, что ты думаешь? Это наш долг. Провидение уберегло нас именно потому...» «Вроде бы ты говорил мне, что ты атеист». «А ты говорила, что ходишь в церковь. Я смотрю на ситуацию с твоей стороны». «А я с твоей. Ты сексуально озабоченный». «Скажи спасибо. Значит, у нас будет много детей. Родить их и вырастить — наш долг перед человечеством». Гвен, глубоко задумавшись, погладила барана по голове. «Не знаю. Может, наилучший вариант раз и навсегда совсем покончить? Мы взорвали мир, не так ли? Можно сказать, загрязнили окружающую среду во вселенском масштабе». «Ты, конечно, шутишь. Мы не знаем, что произошло. Возможно, какая-то случайность». «Хороша случайность». «Ты же знаешь, как бывает».
Фрэнк вскочил с качелей и шагнул к Гвен. «Забудь о человечестве!» — взмолился он. «Думай только о нас! Мы же остались вдвоем, больше никого! Тепло соприкосновения, конец одиночества, восторг поцелуя, слияние плоти!» Если подойдешь ближе, я закричу. «Кричи, сколько влезет!» — проорал Фрэнк со злобой и горечью, схватил Гвен, рванул на себя. «Кто услышит? Я тебя люблю, хочу, не могу без тебя!» Она попыталась вырваться, замотала головой, но сила была на его стороне. Он поцеловал ее в щеку, в шею, и она перестала сопротивляться. «Так ты все-таки насильник?» — прошептала она, глядя ему в глаза. Еще мгновение он прижимал ее к себе, потом его руки повисли, как плети. «Нет, я не насильник.